самая большая страна в мире – Россия. Помимо большой площади, красочной и уникальной природы, она имеет также и богатую историю и культуру. Конечно, за один день в России невозможно ознакомиться со всей ее красотой. Однако побывать в ряде уникальных мест одного из областей вполне вероятно. Так как нас особо заинтересовала история и культура, нашим выбором стал административный центр Ленинградской области – город Гатчина. В этом городе находится Государственный художественно-архитектурный дворцово-парковый музей-заповедник Гатчина, который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот музей полон посетителей каждый день. Экскурсии по музею проводят сотрудники на высоком профессиональном уровне. Они дают очень простую и понятную информацию об экспонатах. События как будто происходят на глазах у каждого зрителя и посетителя. И уже в начале 20 века, после тех самых революционных событий, здесь был открыт музей. Богатый, большой. Недаром его называли пригородным Эрмитажем. Но потом война началась. Усилиями сотрудников удалось вывести довольно много вещей. Около 12 тысяч экспонатов. Так что много из того, что вы сегодня увидите, это вещи подлинные, спасенные в годы войны. Гатчина – ценный архитектурный памятник русской городской культуры XVIII и XIX веков, отражающий развитие загородной царской резиденции того периода. Самое привлекательное место города – это ансамбль дворцов и парков, центральным элементом которого является Большой Гатчинский дворец. Этот дворец был построен в 1766-1781 годах по проекту архитектора Антонио Ринальди. Следует отметить, что сегодня жители Гатчины сохраняют свои культурные традиции, уделяют особое внимание их развитию. Основными центрами культурного развития города являются Дом культуры, Дворец молодежи и Центр творчества молодежи. На их базе функционирует большое количество творческих коллективов, в том числе театр костюма «Катюша», театр «За углом», народный цирк «Гротеск» и танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо». Наряду с традиционными направлениями активным ходом развиваются также и современные отрасли культуры. Представитель уличной субкультуры, руководитель детской студии брейк-данса «Фанаты фанка» Федор Кухарь уверен, что при наличии благоприятных условий количество творческих коллективов будет увеличиваться день ото дня. Если центр творчества, это скорее кружки, секции, это вот прям вот такая мастерская, да, где художники там в мастерских рисуют свои картины, то здесь это репетиционная база, это основательная подготовка различных мероприятий городского уровня, то есть районного уровня. То есть, ну, действительно, учреждения на самом деле растут. Вот даже на своей памяти, когда помладше прибегал еще в первую секцию у нас там в ЦТЮ, вот, также нам удавалось попасть в Дом культуры для того, чтобы выступить на каких-то концертах. Вот, но это всегда было приятно. По инициативе Федора в Гатчине построен скейт-парк для детей и подростков. Федор считает, что танцевальная студия на улице Гатчины поможет улучшить общественную атмосферу города. Теперь ребенок может выходить на улицу, заниматься творчеством и спортом, на скейт-площадке находить друзей и сверстников. Глядя на эту площадку, можно сделать вывод, что искусство есть не только в музеях или галереях, но и в повседневной жизни, что очень важно для повышения духовной адаптации жителей. Один день в России стоит провести также в культурной столице этой страны, в городе Санкт-Петербург. Самым интересным и запоминающимся для каждого гостя города остается его знаменитый музей «Эрмитаж», который является одним из крупнейших культурных учреждений мира. А любимое занятие туристов здесь – путешествие и отдых на берегу Невы. Зрители обслуживают сотни кораблей и других видов водного транспорта. Этот исторический город полон людей даже в ночное время. Если вы стали гостем прекрасного города Санкт-Петербург хотя бы на один день, обязательно стоит посмотреть на раздвижение мостов. Сотни людей скапливаются по обе стороны реки, чтобы понаблюдать за этим процессом.
Одного дня в России недостаточно, чтобы ознакомиться со всеми его достопримечательностями. Однако с уверенностью можно сказать, что эмоции, полученные хоть за час в городах этой богатой культурой и историей страны, запечатлятся в вашей памяти на долгие годы.